свете холодного зимнего утра 23 февраля 1944 года по преступному приказу так называемого отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина весь чеченский народ от мала до велика по ложному обвинению в измене родине был выслан фактически на полное вымирание в Среднюю Азию и Казахстан. Тогда же по его приказу на больших грузовиках в Грозный были свезены все архивные источники, где было хоть одно слово о чеченцах. Старые документы, книги, как потом рассказывают очевидцы, даже вырванные страницы из энциклопедий с упоминанием о чеченцах. Все эти документы были сожжены на площади столицы. Сталин дал указание, что не должно быть вообще следа на земле о том, что когда-то был такой народ чеченский, что он проживал. Поэтому даже имя чеченцев вымарывалось отовсюду. Ну, а понятно, источники исторические, где говорилось о чеченцах, в первую очередь и уничтожались. Кровавое преступление, не имеющее аналогов в мировой истории, впоследствии которого от голода, холода и болезней погибла не только половина населения, но и подверглись уничтожению почти все архивные источники чеченского народа, лишая его таким образом исторической памяти. Спустя десятки лет в известных 90-х в ходе военных действий чеченцы в очередной раз потеряли все, в том числе историко-культурное наследие. Полностью была разрушена материально-техническая база библиотек и музеев, утрачены и разграблены уникальные их фонды, разрушены здания, и это стало чуть ли не национальной катастрофой. Помимо этого, как известно, долгие годы, особенно в советский период, существовал негласный запрет на изучение древней истории чеченцев и ингушей. К примеру, вопрос происхождения и ранних этапов истории вайнахов были, как пишет Саид Хасан Нунуев, на особом тщательном контроле спецслужб тоталитарной системы. То же самое можно сказать и об истории XIX и XX веков, вследствие чего, собственно, и появились белые пятна в истории народа. Первое десятилетие 21 века
перед руководством Чеченской Республики стояли очень острые другие вопросы. Это прежде всего восстановление республики, восстановление социальной инфраструктуры. И вот как только это было сделано, Ахмад Хаджи Кадыров озаботился вопросами развития науки и культуры Чечни. Он вообще очень уважительно к науке относился. Он считал, что это один из 4 столпов, на которых мир стоит, что ни у одного народа нет будущего без изучения своей истории, своей культуры, без развития науки. Поэтому один из его первых указов в 2000 году, как только он возглавил республику, где-то месяца не прошло, был указ о восстановлении Академии наук Чеченской Республики. Вот это одно из хранилищ, которое находится на цокольном этаже здания архивного управления правительства Чеченской Республики. Здесь хранится коллекция документальных материалов, личных дел бывших спецпереселенцев. Тогда же по распоряжению Ахмата Хаджи Кадырова началось восстановление Государственной архивной службы и воссоздание архивного фонда Чеченской Республики. Из 663 тысяч дел, отражавших историю народов, населявших Чечено-Ингушскую АССР с середины XVIII века до 90-х годов XX века, уцелели лишь 120 058 дел. Это часть, которая была вывезена в город Самара и находилась у них на депозитарном хранении. Уцелевшая часть была возвращена в 2008 году. Большую поддержку и помощь в воссоздании архивного фонда Чеченской Республики оказывает и оказывал Росархив. Вопросы развития науки и истории, актуальные для первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, стали не менее актуальны и для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Особенно теперь, когда от послевоенного Грозного не осталось и следа. По его указу в прошлом году была создана специальная республиканская комиссия по вопросам истории чеченского народа. Ответственным был назначен руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулвахир Израилов, ну а заместителем президент Академии наук Чеченской Республики Шахруди Гапуров. А позже и Государственная комиссия по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чеченской Республики под председательством самого главы Рамзана Кадырова. Заместителем председателя Государственной комиссии стал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Впервые в истории чеченские исследователи получили доступ к архивным документам в Санкт-Петербурге, Москве, Италии, Австрии, Иране и Турции, в архивы, которые долгое время были закрыты для их глаз. Над всеми найденными материалами, артефактами идет огромная кропотливая работа. Уже первые поездки в архивы дали первые результаты. Так, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым в одном из богатейших национальном музее Грузии имени Симона Джанашия среди тысячи этнографических памятников были найдены уникальные артефакты из Чечни. Главным вдохновителем и идеологом этой работы является глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который, как всем нам известно, испытывает очень большой интерес и как чеченец, и как патриот своего народа, и как истинный хозяин на своей земле, как административный руководитель, разумеется,
он к этому не просто испытывает интерес, но и обозначил основные пути реализации этого интереса, этой идеи. Понятно, что для того, чтобы поехать и Иорданию, изучать все это, Турцию, вести эту работу в Грузии, нужны финансовые средства. Рамзан Ахматович это тоже предусмотрел, его распоряжением на этот год были выделены деньги для заграничных поездок наших ученых. В рамках работы первой комиссии были созданы 3 группы. Одна из них занимается изучением истории, начиная со Средневековья и до конца XIX века. В состав второй группы вошли сотрудники архивного управления правительства Чеченской Республики. Они уже наладили работу в турецких архивах, нашли богатый материал, который теперь необходимо перевести на русский язык. Также они побывали во Франции, где обнаружили людей, которые хранят архивы Топы Чермоева. Часть материалов была скопирована и перевезена в республику. То же самое сделают в скором времени и с оставшейся. Третьей группой из Иордании и Узбекистана были привезены 25 килограммов только одних книг, написанных об иорданских ближневосточных чеченцах. Сейчас идет работа над переводом этих материалов. По итогам своих поездок члены группы готовят очерки о выдающихся чеченцах на Ближнем Востоке, среди которых и чеченец-генерал, личный пилот бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. И таких фактов обнаружено немало. И все же самый огромный интерес для чеченских исследователей представляет Грузия, так как Тифлис был центром кавказского наместничества. Вся документация с начала XIX века стекалась именно туда и хранилась в частности в грузинском историческом архиве тоже, доступ к которому до сих пор был открыт, но в конце 2017 года для российских подданных Северного Кавказа по совершенно непонятным причинам был ограничен. У нас нет дипломатических отношений с Грузией. Официально обратиться мы туда не можем. А так бы, безусловно, Рамзан Ахматович, он любые проблемы решает. И эту бы он решил. Но я уверен, что здесь он тоже какой-то путь найдет, и доступ нам туда будет обеспечен. И, возможно, именно там хранятся материалы, которые могли бы пролить свет на историю чеченцев раннего Средневековья и периода до XVI века, изучение которой – одна из самых сложных задач, но хотя бы потому, что мало соответствующих материалов. Информацию о той эпохе собирают буквально по крупицам из разных восточных и европейских источников, так как свои у чеченцев, конечно, были, но по вышеуказанным причинам не сохранились. У каждого тейпа, как известно, была своя тейповая летопись, которая писалась арабской графикой на чеченском языке. В ней были в основном рассказы и воспоминания стариков о происхождении тейпа и о наиболее знаменательных событиях в его истории. О существовании так называемых тяптеров свидетельствуют путешественники, историки и писатели, которые часто в те годы посещали Чечню и которые видели их и читали. Именно эти тяптеры в числе других материалов, по словам историков, и были уничтожены в 1944 году. Но есть предположение, что некоторые из них, возможно, сохранились в Грузинском национальном центре рукописей. Мы с профессором Абдуллой Махмудовичем Бугаевым выезжали в Грузию. Там уже работала, это бывшие мои аспиранты и один его аспирант, группа архивного управления, вот Адам Духаев и Адам Алсаханов. Так вот, там более 50 тысяч рукописей, не книг, рукописей на арабском, древнеармянском, древнегрузинском, древнеперсидском. Это огромное богатство. Они сами говорят, что они только половину сумели всего этого описать.
Там же была достигнута договоренность, что как только будет найдена хоть какая-то информация о чеченцах, сотрудниками центра будет составлено отдельное описание для чеченских исследователей, для которых, как и для народа в целом, вопрос этногенеза остается одним из самых животрепещущих, так как версий на эту тему было много. По одной из них чеченцы – это наследники культуры Ближнего Востока и Передней Азии. Об этом говорили ученые XIX века, поскольку в чеченском языке очень много слов, схожих с языками шумеров и курейтов. Кроме того, там есть названия местностей, наименованных чеченскими словами. Но масса ученых, в том числе и крупные советские, доказывают обратное. Чеченцы – это коренное автохтонное население сегодняшней территории и в целом территории Северного Кавказа. Причем говорят, что где-то во втором тысячелетии до нашей эры этнические племена, говорящие на нахском языках, проживали на территории современной Грузии, Армении, Ближнего Востока. Возможно, некоторые переехали позже на Северный Кавказ. Другие же ассимилировались и остались жить там. Как бы там ни было, этим и объясняется созвучное название с чеченским языком. Сегодня ученые говорят о том, что у нас в первом тысячелетии до нашей эры было свое государство, что нахи были доминирующим народом на Северном Кавказе. Это не один гумба, вышел большой труд его по нашему этногенезу. Об этом говорят многие ученые, в том числе, например, осетинский историк, этнограф Феликс Татоев это пишет, многие пишут. Если верить армянским историкам Хоринации, Широкации, и верить такому уникальному источнику Ашхарацуйц, это армянская география, тогда ареал нашего проживания наших предков, вот этого союза нахских племен, простирается от нынешней Ростовской области, это река Дон, Танаис, от Танаис до там, практически южных берегов Каспия, где в более поздние времена было зафиксировано такое государство, как Албания или союз албанских племен. Кстати сказать, именно эту версию, как одну из главных, обсуждали и участники первого международного Нахского конгресса, который был проведен в рамках работы комиссии по изучению истории чеченского народа в сентябре в Грозном. Около 100 гостей из 11 стран мира, весь ученый свет пришли к единому решению, что в расширении и углублении исследований нуждаются предположения о том, что древние и средневековые нахчиматьяне, автохтонны Кавказа, могли быть немаловажным этническим компонентом в процессе формирования ряда древних и современных народов Кавказа. Археологические исследования доказывают, что эти народы проживали на Кавказе не позже 7-5 тысячелетий до новой эры. При этом они исторически долго сохраняли связи с народами Передней Азии.
Поверхностные экскурсы в эпоху бронзы и раннего железа и средневековья дают возможность говорить о появлении у предков мощного металлургического кластера, сельского хозяйства и разных ремесел. История чеченского народа, история чеченского этноса, вообще история вайнахов, чеченцев и ингушей, кистинцев там, и так далее, тех, кто себя относит к нахам сегодня, это не только история войн, противостояний, кровопролитий, сражений и так далее. Далеко и далеко не только. Это великая история мастеров, это великая история хлебопашцев, это история прекраснейших животноводов, это история великой культуры гостеприимства. Задача обеих комиссий – определить роль и место чеченского народа в общекавказской истории во взаимоотношениях с культурами и империями, как в ранние времена, так и в более поздние. И это, по словам Джамбулата Умарова, не поиск какого-то супервеличия, это естественный поиск собственной идентичности. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова я пишу по этому поводу работу на основе тех артефактов, которые я и нашел, и которые ищу. Надеюсь, что найду. Понятно, что мы изучаем нашу чеченскую историю, но у нас есть некая территория, да? И на этой территории проживали не только этнические чеченцы, проживали представители других национальностей, разумеется, которым мы должны в рамках этой комиссии предоставить справедливые возможности, логичные права для того, чтобы реализовать и, скажем, свои поиски какие-то, поиски своей идентичности в общем историческом процессе происхождения и развития чеченского этноса. В течение ближайшего полугода выйдет первая книга из этой серии исследований, которые готовятся этой комиссией, созданной по поручению Рамзана Ахматовича, что ближайшие, повторяю, полгода, что первая книга выйдет, там будут о ближневосточных чеченцах, особенно иорданских. А дальше надо эту работу продолжать, поисковую работу, документы мы находим, а другая часть историков над этим же и работает. Историк не может писать о том, что невозможно подкрепить документом или каким-нибудь архивным источником. Поэтому члены комиссии будут активно продолжать целенаправленную изыскательную работу в арабских, армянских, грузинских, азербайджанских, турецких и иранских архивохранилищах. И эта работа не одного дня и года. Это многолетние беспрерывные исследования, и, возможно, удастся заполнить белые пятна, развеять мифы, разоблачить откровенные фальсификации богатейшей и древнейшей истории чеченского народа.